еще в 1 классе. В нашем классе есть традиция проводить мероприятия, ярмарки и благотворительные, и экологические. Можно дальше, следующий слайд. Это ребята 2 года назад организовывали благотворительную ярмарку и активно приняли участие все ребята. Можно и провели нашу генеральную репетицию. Сегодня мы выступаем во 2-й раз. Итак, ребята, мы завели себе инстаграм-аккаунт. Можете к нам подписаться. Мы стараемся там публиковать истории, которые мы выполняем с ребятами из клуба Environment. Он для всех открыт, ребята. И если после этого спектакля кто-то пожелает, вот сейчас присутствует Акима всех классов, вы можете в классе рассказать, или мы придем с презентацией в ваш класс и расскажем про нашу инициативу. Это наша пока временная эмблема. Мы думаем над тем, какая у нас будет. Следующая выставка. Вот посмотрите, это из эко-мусора. Ребята из 3-го Ж создавали модели архитектурных зданий нашего города. И все эти архитектурные здания хранятся в нашей библиотеке в начальной школе. Ребята создавали из старых коробок, игрушек, составляли разные и работали над исследовательским дневником. Дальше. И вот этот проект «Осель», будьте добры, Осель, поднимитесь, пожалуйста, поаплодируйте Оселе. Эта девочка сделала эко-проект, и она создает эко-пеналы. Она берет старые джинсы и перешивает их в большие разные модели, но сейчас у нее проект, который мы готовим для города, это эко-пеналы. И она вырастила, посмотрите, она вырастила авокадо. Молодец. Можно дальше? Завтра наш клуб приглашает на выставку «Живая природа». Теперь наша идея понравилась первоклассникам. И теперь первоклассники предлагают, завтра проведут с 9:30 до 10. И ребята из Environment будут выбирать самые лучшие проекты среди первоклассников. Дальше. И сейчас, внимание, спектакль, который написали ребята из клуба Environment, адаптировали его и разработали. Сегодня еще один момент. Тогда надо первый слайд поставить. Итак, ребята, сегодня у нас 3 коротких спектакля. Первый спектакль называется «Картина в бегах». Его режиссерами являются Кайжанов Тамерлан с 8 Г и Сартенова Жанель 8 Г. И все художественные оформления, все, что касается афиши, Инстаграм, занимается у нас Ярослава Мишон с 8 Г класса. Второй спектакль называется «Праздник в ауле». Этот спектакль у нас были сначала одни лидеры, сейчас другие. Будут представлять Остапенко Нелли, 8 Г, Кадырбекова Аружа, Нинаиста София. И последний спектакль «Тайна оживших шедевров». И лидером этой группы является Очкасова Елизавета, 9 класс. В конце спектакля я вас познакомлю и представлю. Я предлагал ей приключения, но она бежала дальше. А что если начнем не музыку, а свободу? А что если начнем свободу, а музыку? А вот и наша певица. Love me tender.
Сцена третья. Встреча с лошадью. Я так устала, который час мы ее уже ищем. Наверное, час 7. Лошадь? Голубая лошадь? Я хотела петь мире, как тебе скучает Брама. Но ты нужна быть зелью. Разве искусство должно стоять на месте? Можно быть свободной, но остаться важной. О, гениально. Искусство живет, когда его помнят. Я вернусь, но иногда буду путешествовать. Где она? Она побежала туда. Сцена четвертая. Возвращение. Чудеса! Я всегда говорю, что шестерка существует. Мы все проверили, никто не выходил. А может, картина вернулась сама? Или ей кто-то помог? Теперь я нарисую свою лошадь. Таинственное исчезновение или чудо? Знаете, но картина мне нравится больше. Искусство действительно живое. Как и дружба. Спасибо. Пришла беда. Весь аул стал серый. Все жители стали грустными. Жители не понимают, что произошло, и пытаются понять причину. Сцена первая. Утро перед Наурызом. Сестра, почему наш аул такой грустный? Наурыз уже завтра, а все серое и пустое. Даже трава не зеленеет. Это просто. Зима долго не отпускает, не думай об этом. Подожди. Аля, спустить, Аля! Аля, спустить, Аля! Смотри, как весело чуть пан добра. Даже добра не помогает Сарбас. Я должна придумать, как вернуть аулу радость. Никто не вернет сюда. Весну тут всегда будет зима. Кто ты такой? Я дух зимы, этот аул теперь мой. Сцена вторая. Тайна Жанары. Ночь. Жанара стоит у гончарного круга, держа маленькую чашу. Это все из-за меня. Я хотела создать волшебную чашу для нашего аула, но моя магия вышла из-под контроля. Теперь зима не уходит. Не грусти, Жанара. Твоя вина лишь начало пути. Чтобы исправить ошибку, ты должна рассказать сестре и помочь ей. Я боюсь, что она меня не простит. Искусство – вот ключ к победе. Сцена третья. Ая и Сарбас начинают путь. Я солнце. Чтобы вернуть весну, вам нужно ослабить лед в сердце людях. Я подскажу вам первую подсказку. Ищите тепло в своей траве. Я единство. Наурыз это весна, что дарит единство. Как тем килде Наурыз куаныш сыйлады. Я юрта. Дом это наш место силы. Только объединившись, мы сможем делать то, что разрушит зимнее заклятие. Наурыз это праздник единства и угощения. Не забудьте про своих близких. Сцена четвертая. Тайна раскрывается. Жанара находит Аю и рассказывает ей правду.
быстро. Это я случайно заколдовала наш аул. Теперь зима не уходит. Ты могла бы мне сказать, мы бы все исправили вместе. Не время спорить, у нас подсказки. Нужно что-то создать. Я предлагаю создать весенний букет, чтобы прогнать Акпана. Сцена 5. Битва с Наурузханом. На сцене появляется Наурузхан. Он пытается остановить героев, создавая снежные бури. Ваши попытки бесполезны. Ты не сможешь победить искусство, это наша сила. Искусство наш меч. Нет, ваше искусство слишком... Сцена 6. Праздничный финал. На сцене праздничный аул. Все жители радуются. Ая, Жанара и Сарабас стоят перед скульптурой. Молодцы, ребята, вы доказали, что весна — это время, когда люди объединяются ради добра. Каждая хранит свои тайны. До той необычной ночи в это мало кто верил. Как и каждый вечер, Мэри подметала пол в галерее и не замечала ничего необычного. Целый день смотрю на эти картины. Почему же они такие холодные? Где настоящая жизнь? Однако властный и серьезный директор Картаж был с ней не согласен. Эй, Хазан, меньше мечтай, больше работай. Картина — это просто украшение. Люди сюда приходят ради статуса, а не для вдохновения. Как только директор скрылся в своем кабинете, что-то изменилось. Магия начала действовать. Ты это видела? Все вокруг начинает оживать. Картина заговорила? Не бойся, есть только додам. Когда кто-то начинает верить в силу искусства, но тебя одно недостаточно. Нам нужно найти Сымбат, только она знает секрет вдохновения. В галерее все персонажи картин ожили и теперь могут заниматься любимыми делами. Баба Майда. Кто вы такой? А ты? Меня зовут Мэри. Сымбат, просыпайся, нам нужна твоя помощь. Мне надо идти в депку, мозга. Галерея жила, но Скукман хочет забрать все искусство. Что нам делать? Я дам вам одно задание. Вы должны создать новый шедевр, который победит все виды искусства. Только так вы сможете победить Скукмана. Это будет трудно. Справимся ли мы? Я когда-то занималась танцами. Значит, я смогу помочь. Это ведь тоже искусство. Вперед, и помните, что искусство нельзя уничтожить, если оно живет в каждом в наших сердцах.
ислам уничтожил все шедевры. Ха-ха-ха! У вас ничего не получится! Вот оно, вдохновение. Великую мать искусство живет в каждом из нас. Султан потерял все свои силы. Мы победили. На следующее утро галерея стала по-особенному красивой. Шедеврами восхищались все. Теперь я поняла, искусство оживает, когда его создают с душой. И пусть каждый, кто увидит картины, почувствует вдохновение. Поприветствуйте «Желтый дом». Спасибо, ребята. И в завершении сегодняшней нашей премьеры я хотела сказать. Аня Ильина, она лучший футболист по признанию 24-го и 25-го года среди детей 16-го года. Она представляет нашу страну в своей футбольной команде на международных соревнованиях. Даяна, где у нас Даяна? Поднимись, пожалуйста. Даяна, она занимается профессиональным пением. Ребята, все на сцену 3G, проходите. Даяна будет она участвует во многих международных конкурсах музыкальных, вокальных. И я хотела бы представить Айлин. Айлин, где у нас Айлин? Вот, это наша Айлин вошла в 1000 дамбристов и выступает на флешмобе, который делали на праздник Наурыз. Я хотела представить Айлин. Покажи, Айлин, подними, пожалуйста, руку. Айлин – это девочка, которая занимается профессиональным конкуром. И ради нее меняли конный спорт Казахстана, менял правила, что